Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Начну с того, что мы не смогли собрать на партию корма. Голод становится реальной угрозой для наших спасенышей. Собрали только треть от необходимой суммы. Как быть в такой ситуации? Помощь нам нужна, помощь актуальна. Идем кушать. Только не съешь меня. Идем, пожалуйста, кушать. Вот так. Все хорошо. Все. Здорово. Здорово. Здорово, синеглазки. А вы не синеглазки. Голубоглазую красавицу назвали Дорис. Дорис получила свое лечение в клинике, прошла обследование и переехала на передержку. А завтра, послезавтра начнутся звонки от передержек, что закончился корм. Я очень боюсь этого, друзья. Прошу вас за спасенных. Да, всем сейчас трудно выживать. Но собаки не умеют просить и зарабатывать. За них прошу я. Нас много, понемногу, но вместе. Пожалуйста, отзовитесь. А мордатика нашего назвали Яша. Длинная и трагичная история его спасения. Мы не будем показывать и рассказывать, как и что пережил этот замечательный мальчишка. Главное, что его сумели спасти, и сейчас Яша радуется тому, что он жив, что он в безопасности. Собаки же все понимают. Теперь у него много друзей, он с ними знакомится и уже нашел общий язык, бегают, играют, веселятся. Все хорошо. Слава Богу. Да, сегодня последняя таблетка с утра. Дексициклина. Кашлять он перестал. Сел с туалетом, у него вообще все произошло на пятерочку. В вольерке не писает, не какает. Вот. В общем, вот. Первое знакомство. По-моему, они подружились. Яша! 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 Сюда иди! Сюда иди! Показывай, какой ты у нас скалолаз. Ну, будешь вылезать? Или нет? Или как порядочно, через дверь пойдешь? Свальщик. А прилетевшего лабрика, пока без имени, места для него не нашлось поначалу на передержке. Трудно кобелю найти место, переполнено все. Но очень временно нашли уголок, а он парень молодой, активный, красивый. Ему бы прыгать, играть охота. Надо кастрировать срочно. Таким и пристраивать-то сложно. На все и всех напрыгивает. Да и передержку, кто взял, надо тоже оплачивать, так же, как и кастрацию. Друзья, помогайте, помогайте, у нас очень много проблем. Нам очень нужна ваша помощь, нужна в первую очередь тем, кого мы спасли. По поводу Робина. Друзья, как мы и обещали, свозить к нескольким докторам, собрать мнение нескольких докторов. И вот очередной прием у доктора.
Вывод делаем такой. Операции не избежать. И перед операцией сделать КТ, компьютерную томографию. У собаки, значит, есть либо какие-то нитки, которые не рассосались, инфицировались, либо второй вариант, так бывает иногда при сложных переломах оскольчатых, остаются куски кости, которые не питаются. То к ним как бы нет подхода сосудов. И они сами по себе являются, как бы из-за инфекции, они не могут прижиться и образуются так называемые секвестры. Вот, эти секвестры, то есть это кусок, скажем так, мертвой кости, который, на котором живет эта инфекция, как имплант практически. Его надо найти, его удалить, то есть и дальше уже лечиться, то есть все там, что там не надо ничего пересобирать, то есть там все срослось. Надо найти очаг инфекции, ее вылечить, и дальше уже будет все неплохо. То есть, если надо убрать имплант, как бы секвестры или какие-то нитки, которые там, может быть, были, то как бы как источник инфекции, то все в целом дальше будет неплохо-то. То есть, вот как-то так. А почему он сейчас бережет это ногу? Потому что у него болит локтевой сустав, очень вероятно, что у него, может быть, еще случился параллельно какой-нибудь либо воспаление периартикулярных тканей, либо, может быть, даже гнойный артрит. Суставные сумки? Либо суставной сумки, либо самого уже внутри сустава. Вот. Если посчитать, мне как мало вам назначили этого синулокса, маловато, то есть 500 мг на такую собаку мало. Во-первых, во-вторых, может быть сам по себе неподходящий, то есть антибиотик, может, его надо просто на другой менять. Но как первая терапия первой линии он вполне себе подойдет. Вот. Нам надо же что сделать? Нам нужно сделать КТ вот этого предплечья, найти или не найти на нем эти секвестры, просто как на рентгене не всегда хорошо видно. А на КТ с контрастированием, если сделать, будет хорошо видны эти изолированные фрагменты, которые могут быть даже как бы внутри кости прятаться. То есть она как бы бросает космос, такую мозолью, а внутри лежит как инородное тело, кусок мертвой кости. Его надо будет добыть, да и все, и вылечить собаку. Какие у нас варианты-то? Дозировку мы ваш синокс поднимем, да и все. И пойдете делать КТ. Вот так. Все, дальше схема будет ясна. Я вам оставлю там письмо, это как почту, вы мне пришлете заключение КТ, дальше мы определимся, что с этим делать. Там нужно лезть, брать посев и удалять очаги инфекции. Вариантов не так много. А то, что предлагали какие-то пластины там делать? Зачем? Было такое решение. Смотрите, пластины нужны там, где есть перелом. Щенок Софочка, так ее назвали, спасая из подъезда. Жалкая она сидела в подъезде, глядя на человека, боясь, что снова выкинут на мороз. Забрали ее тогда, 3 недели назад, и она тоже переболела. Но сейчас ей лучше. Пошло улучшение, повезло, энтерит отступил. Да потому что постарше она была на месяц, нежели другие. Чему, девочка? Бедный мой ребенок. Пока только так, пока только в такой клетке. По соседству с котом будет сидеть. Мелких всех и ту большую собачульку отсадила в другую комнату пока. Воду не пьет. Только что пропоносилась 1 раз. И в клинике 2 раза ее вырвало пеной. И немного желчи там было. Так больше работы не было. Сейчас будем колоться. Мой зайку. Чего маленький? Друзья, вот такого кота шикарного, домашнего, большого, ласкового выкинули в холодный подъезд барака. Мне даже сказать нечего. Знаю, что и вам не нужен. И на котят, что выкинули недавно в -50 в мусорку, тоже никто не откликнулся. А этот веслоухий, породистый красавец кому-нибудь приглянулся? Или тоже нет? Он пока живой. Друзья, подписчики, я возвращаюсь к теме корма. Повторюсь, что нам нужна оптовая закупка. Только так мы можем собрать средства и накормить наших спасенышей. Розничная цена нам вовсе недоступна. Давайте не будем доводить до голодных дней на передержках. Я очень вас прошу, пожалуйста.